Вы смотрите программу «Итоги дня». Расскажем о самых заметных событиях уходящего дня. В студии работает Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Расскажем свежие новости с третьего дня экономического форума. Подписаны новые соглашения. В парламенте Якутии прошли публичные слушания по исполнению государственного бюджета республики за 2025 год. Озвучим доходы и расходы бюджета. О ежедневном выборе помогать нуждающимся профессиональный праздник отметили работники социальной сферы. От семени до саженца Якутлесресурс готовится к лесовосстановлению районов республики. Легендарная опера «Локут и Нюргугун» вновь возвращается на сцену. Как создаются новые версии музыкальной классики. В северной столице продолжает работу Петербургский международный экономический форум. Сегодня главный день в программе «Пленарное заседание» с участием президента страны Владимира Путина. Якутская делегация продолжает работу на ПМФ. И вот чего удалось достичь в первую половину дня. Соглашение с регионами России, ЛНР, соглашение в области социально-экономического развития до 2030 года, экономика, социальная сфера, культура, от поставок котельного и горно-шахтного оборудования до сотрудничества в IT. С ДНР Якутия также наметила план сотрудничества до 2030 года. Десятки направлений. Так, например, дома культуры ДНР оснастят кинопроекторами «Экстра Синема». Ключевым направлением остается восстановление инфраструктуры в ДНР. На сегодняшний момент Донбасс восстанавливают несколько шеф-регионов. Одним из них является Якутия. Осуществляется ремонт дорог как внутри, так и межгородские. Осуществляется ремонт школ, детских садиков, общеобразовательных учреждений, больниц. Международная повестка. Прошла встреча с представителями Казахстана. Большое внимание уделили развитию культурных и гуманитарных связей. Первое в повестке – палеонтологическая выставка с уникальными находками из Якутии. Кыргызстан. Обновили соглашение о сотрудничестве с Кыргызстаном. У нас давние и теплые отношения. Торговля, культура, образование, спорт. Так, например, в Кыргызстане любят и почитают наш якутский масс-рестлинг. Эта работа будет продолжена. Во-первых, большая благодарность организаторам форума, российской стороне за традиционно теплый прием, оказанное гостеприимство, а также за прекрасную организацию форума. Я думаю, не только я, а, наверное, все участники форума единогласно будут согласны с тем, что это уникальная площадка и возможность для организации встреч, построения бизнес-диалога. И еще из соглашений. Якутия и холдинг «Он Медиа» объединят усилия в продвижении кино и медиапроектов. Так, например, уже в июле этого года компания поддержит главное кинособытие региона – Якутский международный кинофестиваль. Впереди и ряд других мероприятий. Задача на ближайшие годы – трансформировать якутское кино из искусства в полноценную индустрию. Коллеги. Благодарим коллег и продолжим о форуме. Якутия и Челябинская область договорились о расширении сотрудничества на Петербургском международном экономическом форуме. Соглашение подписали главы регионов Айсен Николаев и Алексей Текслер. Документ нацелен на укрепление связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. Среди ключевых направлений взаимодействия – транспорт и логистика, промышленность, торговля, образование и наука, а также многое другое. И еще с полей форума в Якутии запустят первый пилотный проект арендного жилья в сегменте ИЖС. Он стартует в Алдане. Проект реализует на базе строящегося коттеджного поселка Селекдар Вилледж. Дом.рф профинансирует строительство 40 индивидуальных домов и 10 домов блокированной застройки, а также спорткомплекса и частного детского сада общей площадью более 12 тысяч квадратных метров. Проект реализуют в две очереди. Первую планируют заселить уже в этом году. В нее войдут 22 частных дома. Вторую очередь в 2027, куда войдут оставшиеся дома и соцобъекты. Дом РФ приобретает объекты у застройщика и представит их в аренду Селекдару на 5 лет с обязательством обратного выкупа. Жилье передадут в субаренду сотрудникам холдинга. По сути дела, создан такой новый арендный бизнес, но уже ИЖС, индивидуального жилищного строительства. Это, конечно, в России еще такого не было. Ну и самое главное, это еще и деревянное домостроение. Поэтому здесь все впервые. Появился уникальный продукт, которым первым будут использовать
золотодобывающая компания «Селегдар» в нашей республике, при поддержке правительства республики, при поддержке доноров, у их работников появится возможность уже сегодня получать льготную аренду деревянные дома, полностью уже укомплектованы, через некоторое время с правом выкупа. Замечательный проект, и я уверен, что это даст мощный импульс в дальнейшем уже и не только решению задач поддержки строительства, домостроения, но и демографической политики. Спасибо. Спасибо. Удачи. И еще одно событие. Якутия и горнорудная компания «Западная» договорились о поддержке демографии и института семьи. Стороны подписали соглашение о внедрении золотого стандарта корпоративной поддержки демографии, минимального набора мер, направленного на поддержку работников с детьми и укрепление семейных ценностей. Одним из ключевых направлений станет введение семейного капитала в размере 1 миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей у работников предприятия. Также компенсация не менее половины стоимости полиса ДМС и летнего отдыха для детей многодетных сотрудников. К другим темам. В парламенте Якутии прошли публичные слушания по исполнению государственного бюджета республики за 2025 год. По информации Министерства финансов, доходы бюджета составили 339 миллиардов 6 миллионов рублей. Расходы – 351 миллиард 7 миллионов рублей. Дефицит снизился до 12 миллиардов 99 миллионов рублей. Налоговые доходы выросли на 9% к уровню 2024 года. При этом по налогу на прибыль организации зафиксировано снижение на 10,5% из-за падения цен на алмазы, уголь и укрепления рубля. НДПИ, напротив, перевыполнен за счет роста цен на золото. Все социальные обязательства исполнены в полном объеме. Бюджет 2025 года, он в целом как бы неплохой, но есть определенные тенденции. Мы теряем налоги от прибыли, это уже мы четко видим. Да? По НДПИ у нас есть проблемы по алмазам. НДФЛ у нас и налог на имущество, оно как бы стандартные, как бы стабильные доходы, они сегодня есть. Ну и по расходам, то, что вот я уже говорил, народные депутаты как бы хотят, чтобы все те статьи закона, которые были приняты с участием народных депутатов, они оставались максимально стабильными. Но сегодня жизнь такая, что расходы меняются, новые расходные обязательства появляются, поэтому пока правительство в пределах своих полномочий, разрешенных статьей 217 Бюджетного кодекса, эту работу проводит. Но мы должны быть в курсе. По решению главы государства формирование вооруженных сил России можно будет использовать для защиты граждан России за ее пределами. Меры помогут дополнительно защитить интересы россиян за рубежом. Согласно новому закону, по распоряжению президента России вооруженные силы могут быть задействованы для обеспечения безопасности россиян, которые были задержаны, содержатся под стражей или подвергаются уголовному преследованию по вердиктам зарубежных судов либо международных судебных инстанций, к которым Россия не имеет отношения. Документ обрел юридическую силу 5 июня. Якутский республиканский психологический центр продолжает активную работу по поддержке участников СВО и их семей. Так, за прошедшую неделю в рамках госпитальной работы в Ростове-на-Дону и в самой республике было охвачено около 400 бойцов и членов их семей. Проведено более 450 индивидуальных и групповых видов психологических работ. Кроме того, на этой неделе прошел специальный проект для вдов военнослужащих СВО, имеющих детей в рамках сопровождения семей павших. Это стало возможным из-за подписания соглашения, заключенного на Восточном экономическом форуме в 2024 году с Федеральным научным центром психологических междиспансерных исследований. Оператор 122, слушаю. Кроме того, для психологов и педагогов якутских учреждений нами организован профессиональный семинар по психологии современного детства. Академик Российской академии образования, профессор Московского госуниверситета, заместитель директора Федерального научного центра Александр Веракса провел открытую лекцию с самыми свежими научно подтвержденными данными, показал много наглядных материалов. На следующей неделе состоится выездная работа по второму этапу программы «Лидеры перемен», предназначенной для глав муниципальных образований и поселений, работающих с участниками спецопераций, где также будут отработаны подтвержденные наукой и практикой знания, умения, науки.
Человек с добрым и открытым сердцем. Именно так можно описать социального работника, чей труд приносит пользу пенсионерам и людям с ограничением здоровья. В канун праздника наш корреспондент Вероника Таюрская пообщалась с одной из тех, кто посвятил себя заботе о других. Нина Мишина – счастливая мама уже взрослых детей. После 14 лет работы учителем рисования в школе поселка Устинера девушка решила кардинально поменять свою жизнь. И вот уже второй год она трудится социальным работником. В ходе своей жизни у меня всегда были сопереживания, эмпатии. Когда люди попадают в трудные ситуации, и мне всегда хотелось помогать. И чтобы это не просто так помогать, а чтобы всерьез взяться и делать вот это доброе дело. Утро Нины Мишиной начинается с обзвона подопечных. Девушка узнает, что необходимо купить и что нужно сделать по дому. Мы покупаем необходимые продукты, хозяйственные товары, сопровождаем в поликлинику. Уборка – это обязательно. Готовка. В обязанности социального работника, кроме покупки бытовой химии и продуктов, входит уборка дома, а также уход за своими подопечными. Сегодня в планах стоит покупка продуктов и газеты. В день Нина Мишина посещает 5-6 человек. У меня сейчас подопечных 11, и плюс еще каждый месяц у нас замены, плюс 3-4 человека. И со своими бабушками, дедушками у нас очень хорошие отношения. В Республиканском комплексном центре социального обслуживания 3 отделения. За каждым из них закреплена определенная территория. К 3-му отделению относится центр города. В его составе работает около 20 человек. Они нас принимают как своих родных. Они с радостью нас встречают, скучают. В неделю хоть 2 раза встречаемся, но они всегда с радостью встречают. И мы сами, работники, приходим к ним как к себе домой, как к своим родным. Социальный работник – это прежде всего человек сострадательный и готовый отдать себя для помощи другим. Социальный работник – это человек с глубоким, с широким сердцем. Но вот я себя считаю таким человеком. Добрым, всегда помогать, кому это нужно, кому это труднее, и поддерживать. День социального работника ежегодно отмечается 8 июня. Праздник был учрежден в 2000 году, но, несмотря на это, уже показалось, что он социально значим. Вероника Таюрская, Станислав Потапов, Якутск. Так, накануне праздника в Якутске свой профессиональный праздник отметили работники социальной сферы. В республике в этой отрасли работает более 7 тысяч человек. Они ежедневно помогают жителям с различными вопросами, помогают в защите прав, поддерживают семьи, реализуют занятость и самореализацию молодежи, помощь людям с ОВЗ и многое другое. В этом году наградами удостоены 61 сотрудник. Они внесли наибольший вклад в сферу социальной защиты. А наивысшую же награду – государственную премию республики имени Марии Нартаховой вручили Альбине Паисеевой, проработавшей в этой сфере более 30 лет. Наша республика всегда была впереди идущей в Российской Федерации как по разработке законов, так и по реализации необходимых мер поддержки всем нуждающимся. Я была и начальником управления социальных проблем города Якутска, и управляющим пенсионной службы по республике Саха-Якутия. Ну и 3 созыва была депутатом, ориентированным именно на разработку законов наших по социальной поддержке населения. Новый питомник Якутлесресурса готов к посевному сезону. Здесь будущие деревья пройдут весь цикл роста от семени до саженца. В следующем году всходы будут использовать для лесовосстановления в районах республики. Как сеянцы готовят к суровой жизни в якутской тайге, узнаем далее. Вот уже 5 дней, как в Табагинском питомнике кипит работа. Перед пожарными, студентами АГАТУ и сельхозтехникума стоит грандиозная задача – высадка 500 тысяч семян. Путь сеянца начинается здесь. Торф особый, пригодный для семенной кислотности, вручную набивают в кассеты. На первый взгляд кажется, что работа не бей лежачего. Но на самом деле и здесь нужно мастерство. Субстрат нужно набить не слишком рыхло и не слишком плотно. Это специальные кассеты для как раз таки посадки семян. Тут, они закупаются с Белоруссии и, в общем, вот эти вот кассеты набиваются специальным торфом, и тут уже сажаются семена.
получается. Ну, тут мы сажаем семена сосны, на семенной район 20 с Красноярска везем. После высадки сосны будут крепчать в теплице. Ее построили только в прошлом году. Без оранжереи якутские специалисты вынуждены закупать саженцы в других регионах России. По примерным подсчетам, выращивание своих деревьев обойдется в 2 раза дешевле. Правда, в зачаточном состоянии они требуют особой заботы. Микроклимат нужен. То есть влажность, определенный полив и так далее. И какие-то там дополнительные работы по уходу. Если мы семена просто высадим в землю, это совсем другое. То есть там она очень долго будет расти и достигать этих проектных показателей для лесовосстановления. Все лето исполнять прихоти зеленых красавиц будет Анатолий Сычев. Первый за день полив важно успеть сделать до жаркого солнца, а значит трудиться придется аж с 5 утра. Но сам Анатолий не жалуется. Ну, мне нормально. Нравится, результат хочется видеть, а остальное мелочь. После теплицы сеянцы ждет зона доращивания и закаливания. Зиму сосны проведут на улице, и только потом, привыкшие к якутским морозам, они станут пригодными для высадки в лесу. Ржана Гармаева, Джулустан Иннокентьев, Табага. В Якутске состоялась пресс-конференция, посвященная анонсу крупнейшего события года – выставки недвижимости «Якутиан Экспо-2026». Масштабный форум пройдет 1 и 2 августа и будет приурочен 90-летию строительной отрасли региона. Главным событием встречи стало подписание трехстороннего соглашения, которое призвано запустить новые выгодные программы и сделать покупку жилья более доступной для жителей республики. Как отметил министр строительства Виктор Романов, сегодня стройка в Якутии не останавливается и активно развивается по 2 ключевым направлениям – жилищному и промышленному. Сама выставка призвана стать ключевой площадкой для прямого диалога между застройщиками, органами власти и жителями региона. Ожидается, что за 2 дня экспозицию в Саха-академическом театре посетят более 3000 человек. На мероприятии для всех жителей нашей республики будут представлены лучшие застройщики. Также приедут федеральные застройщики из Москвы, Новосибирска, Краснодара и Владивостока. Также будут ИЖС подрядные компании, которые помогут нашим якутянам построить дом своей мечты. В первый день будет большая обширная деловая программа, в котором будут участвовать все органы власти. В Якутске дан торжественный старт летнему трудовому сезону студенческих отрядов Якутии. В этом году планируется трудоустроить более 3000 студентов и школьников со всей республики, которые будут работать по 9 разным направлениям. Более подробно знает Анастасия Пуляева. Региональный штаб российских студенческих отрядов в этом году отмечает свое 59-летие и сейчас насчитывает порядка 3000 бойцов из вузов и СУЗов Якутии. Стоит отметить, что в целом учащихся колледжей по всей республике сейчас порядка 24 тысяч. Вот летняя работа, летняя занятость наших студентов напрямую влияет на командообразование, является очень хорошим инструментом для их социализации и в целом внесения вклада в развитие нашей республики и страны, которая, безусловно, найдет свое отражение в их взрослой жизни. Конечно, хотелось бы поблагодарить, это вообще в целом федеральный проект «Российские студенческие отряды». Ребята очень активные. На сегодняшний день в республике у нас практически 3000 бойцов. Также они выезжают, значит, молодежными десантами по улусам республики, где оказывают помощь участникам специальной военной операции и их семьям, и вообще просто нуждающимся. Коллективы в рядах РСО выполняют множество задач и делятся по направлениям, например, благотворительность или общественная работа. Среди основных сфер деятельности выделяют строительство, педагогику, медицину и сельское хозяйство. Также есть отряды проводников поездов дальнего следования, работа в сфере гостеприимства и трудовые отряды подростков. Для каждого бойца, для каждого члена российских студенческих отрядов это самый знаменательный день. В этом году создали путиный отряд «Легион». И мы будем в этом году поехать на Камчатку для рыбообработки, на завод.
Среди активистов движения есть и те, кто посвятил любимому делу больше 5 лет. Анисия Титова вступила в ряды РСО в 2018 году, будучи студенткой первого курса педагогического института. В 2024-м, спустя 6 лет упорной и благотворной работы, она стала комиссаром регионального штаба. Вообще студенческие отряды – это школа жизни, которую, я считаю, нужно пройти каждому человеку. И в целом студенческие отряды для меня дали очень много всего. Я еще больше развила себя разносторонне. И каждый человек, кто сюда приходит, каждый студент и школьник, он раскрывает себя и становится лучше, и делает наш мир лучше. В ходе торжественного открытия отметили лучших бойцов, внесших свой вклад в развитие молодежных трудовых инициатив. Позади у ребят долгие месяцы подготовки, а впереди их ждут новые профессиональные победы и яркие летние воспоминания. Анастасия Пуляева, Станислав Потапов, Якутск. Предметы быта как мост между прошлым и настоящим. В Доме правительства открылась выставка, посвященная раскопкам в селе Хаптагай Мегина Кангаласского улуса. Экспедиция по изучению территории под Ленский мост проходила летом прошлого года. В ходе нее были найдены редкие экспонаты, среди которых фрагменты керамики 17-19 веков, остатки деревянного хлева и многое другое. Район исследования составил 6650 квадратных метров, что позволило изучить участок с разных сторон. Мы сегодня представляем лучшие находки тех работ. Как мы знаем, через этот поселок будет проходить Ленский мост. Соответственно, все эти работы были посвящены изучению данной территории. Это перемещенная выставка, потому что данную выставку Институт гуманитарных исследований уже открывали у себя в институте. И мы уже переместили, чуть обогатили. Мы добавили историю хаптагайского наследия Восточно-Кангаласского улуса. И, к слову говоря, организаторами являются Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. Опера «Локут» и «Нюргугун», которая на протяжении десятилетий остается одним из самых любимых у якутского зрителя, вновь возвращается на сцену. В Театре оперы и балета продолжается подготовка к премьере. Эта постановка станет уже 7-й в истории знаменитого произведения. Как сегодня создается новая версия музыкальной классики, увидела наша съемочная группа. До премьеры оперы «Локут» и «Нюргугун» остается чуть больше 2 недель. Артисты оттачивают вокальные партии, сценические движения и характеры своих персонажей. В спектакле задействованы 2 исполнительских состава главных партий. Образы Локута и Нюргугун готовят Александр Степанов и Мария Шапошникова, а также Николай Ефимов и Дина Хлопкова. Очень волнуемся по поводу исполнения главной партии Локута и Нюргугун, соответственно. И очень ждем вас на наш спектакль. Это очень ответственно, партия очень сложная и требует много сил, отдачи, эмоций. История Локута и Нюргугун давно стала частью культурного наследия Якутии. Впервые опера была поставлена в 1959 году и впоследствии вошла в золотой фонд якутской музыкальной классики. В основе сюжета история любви, верности и преодоления испытаний. Темы, которые остаются близкими и понятными зрителю независимо от времени. Именно поэтому произведение продолжает жить на сцене и находить отклик у новых поколений. Мне самой очень интересно работать с этим произведением, так как это мой первый проект большой и на родном языке. И история сама по себе очень интересная, про молодых людей, которые за свое счастье борются. Параллельно с репетициями в театральных мастерских продолжается работа над костюмами и реквизитом. Каждая деталь создается вручную. Художники стремятся подчеркнуть характеры персонажей и сохранить национальный колорит легенды. Декорации, на самом деле, они такие, еще раз, многослойные. Они все равно современные, так как бы, да, но при этом сохраняют вот эту исконность традиционной культуры народа. Постановка приурочена к 120-летию со дня рождения выдающегося драматурга Соруна Маллана, а также к 80-летию дирижера-постановщика, заслуженного деятеля искусств Якутии Алексея Унарова. Уже 20 июня зрители увидят результат многомесячной работы творческой команды. А пока история Локута и Нюргугун продолжает оживать на репетиционной сцене в ожидании новой встречи со зрителем.
Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.